Сравнение положения в Чеченской Республике с сюжетами романов Джорджа Оруэлла, таких как 1984, может быть основано на нескольких аспектах. В обоих случаях можно наблюдать элементы авторитарного контроля и ограничения свобод. В романе Оруэлла общество находится под постоянным наблюдением и контролем, что также можно наблюдать в Чеченской Республике, где тотальный контроль над населением, с исключением любых рисков для оккупационных структур, играет значительную роль. Социальные различия включают экономическое развитие и уровень жизни. В республике наблюдаются проблемы с доступностью рабочих мест и высоким уровнем теневой экономики. Это отличается от тотальной государственной экономики в романе 1984. Что касается социальных синдромов, таких как стокгольмский синдром, они могут проявляться в виде симпатии населения к режиму, несмотря на его репрессии по отношению к нему. Это может быть связано с историей конфликтов и необходимостью адаптации к сложным условиям. Другие симптомы, которые могут наблюдаться в Чеченской Республике, включают посттравматический стресс из-за прошлых конфликтов и высокий уровень насилия, что влияет на психическое здоровье населения. В Чеченской Республике могут наблюдаться различные психологические синдромы, обусловленные историческими и социальными факторами региона. Один из таких синдромов – стокгольмский синдром, который может проявляться в виде некоторой симпатии к режиму в лице его главных вассалов, несмотря на их репрессии или насилие. Это может быть связано с необходимостью адаптации к сложным поставленным условиям жизни и выживанию в условиях постоянного давления, стресса и угроз. Кроме того, в Чеченской Республике наблюдаются случаи конверсионных расстройств, особенно среди женщин и детей. Эти расстройства могут включать в себя симптомы, такие как удушье, судороги и истерия, и часто связаны с пережитыми травмами и стрессами. Также следует отметить высокий уровень насилия от оккупационных структур и навязанный ими культ силы в чеченском обществе, что может способствовать развитию агрессивного поведения и посттравматического стрессового расстройства среди населения. Эти психологические состояния отражают сложную социально-политическую обстановку региона и могут оказывать значительное влияние на общественное здоровье и благополучие населения. Исследования, подтверждающие связь между психологическими травмами и этнополитизацией на ныне оккупированной русскими чеченской территории, рассматривают различные аспекты этого феномена. Одно из исследований подчеркивает, что этнополитизация конфликта в Чеченской Республике Ичкерия связана с историко-политическими и социально-экономическими предпосылками, которые влияют на этнопсихологические последствия для населения. Эти последствия включают в себя посттравматическое стрессовое расстройство и другие психические расстройства, которые возникают вследствие длительных военных действий и конфликтов. Психологические травмы, такие как ПТСР, часто сопровождаются симптомами отчужденности, замкнутости и высокой тревожности, что усложняет процесс социальной адаптации и постконфликтного восстановления. Эти состояния могут быть усугублены этнополитическими факторами, которые усиливают чувство недоверия и социальной изоляции. Кроме того, исследования показывают, что конверсионные расстройства также распространены в оккупированной Ичкерии, особенно среди женщин, что может быть связано с массовой истерией или индуцированными заболеваниями вследствие социального напряжения и конфликтов. Эти исследования подчеркивают необходимость комплексного подхода к решению психологических проблем в регионе. Ссылки на дополнительные источники. Социокультурный анализ этнополитического конфликта. Этнополитизации конфликта в Чеченской Республике. Причины. Проблема йододефицитных заболеваний в Чеченской Республике. Оценка текущего состояния и пути решения. Психические и поведенческие нарушения у мирного населения региона, подвергшегося локальным военным действиям. Психология и право. 2020. Конверсионное заболевание женщин в Чеченской Республике. Эпидемия индуцированных болезней или массовая истерия. Социально-психологическая ситуация в Чеченской Республике после завершения длительных военных действий. Чеченская Республика в 90-е годы XX века. Особенности политического и социально-экономического развития.